Меня эксперты приняли за горилу. Как бы я ни пытался обяснить, они все равно не верили, пока мы не пройдем их испытание. Но, к моему удивлению, мы с напарником старались очень долго и все равно потерпели неудачу, а стоявшая рядом горила лекко прошла тест. Начался второй раунд испытаний, я оставился в экран, ничего не понимая. Даже когда напарник пытался помочь мне списать, я не мог выбрать ни одного правильного ответа. Зато горила снова справилась без ошибок. Это окончателно убедило експертов, все трое из нас горили, а в их глазах мы с напарником выглядели още глупее. Тогда нас заперли, готовясь к следующему етапу изследваний. Когда охранник задремал, я начал придумывать как бы сбежать. И вдруг меня осенила мысль. Напарник схватил швабру, заметив, что ключ от клетки висит недалеко от горилы. Я протянул швабру гориле, показывая, чтобы он передала нам ключ. Она увидела, как я отчаянно машу руками и сразу поняла, чего я хочу. Развернувшись, она протянула мне ключ. Но в тот момент, когда я открыл клетку, ключ выскользнул и упал на пол, разбудив охранника. Горила ударила его шваброй по голове и так мы сбежали. Горила приняла меня за своего и жестом позволила следовать за ней. Но я ясно понимал, если пойду с ней дальше, я действительно стану горилой. Мы шли, не зная сколько прошло времени, по дороге все время ссорились, устали до предела и умирали от голода. К счастью, я заметил примитивное племя. Мы бросились туда в надежде найти воду. Но когда люди племени увидели двух горил, они ужаснулись. Я думал только о воде. И не заметил, что мы вторглись в их деревню и что нас приняли за врагов. Нас связали, а вождь поднял свое оружие, готовясь нанести удар. В этот критический момент я вдруг заметил их тотем. Он был точь в точь, как я,